Добрый вечер, уважаемые телезрители, болельщики и любители спорта. Национальная вещательная компания «Саха» начинает прямую трансляцию вечерней программы 8-го международного турнира по вольной борьбе среди юниоров в памяти первого олимпийского чемпиона из Якутии Романа Михайловича Дмитриева. У нас подходит к концу первый соревновательный день, и вот в рамках сегодняшней вечерней программы мы увидим схватки стадии полуфинала. Начали мы сегодня трансляцию первого соревновательного дня в 11:00, и начали мы просмотр с предварительных схваток, и вот примерно до 3 часов дня мы выявляли участников полуфинальных схваток, и вот мы выявили их всех. У нас идет состязание несколько в нетрадиционном формате, да, связано это, конечно же, в первую очередь с тем, что не так много участников, по понятным причинам, пандемия сказалась. Порядка 90 спортсменов у нас участвуют на этом старте, и у нас сегодня в первый соревновательный день все весовые категории, у нас 9 весов заявлено, и все 9 весов вступили на ковер. И вот сегодня вечером мы узнаем имена всех финалистов по всем 9 весовым категориям. Согласно информации, которой я владею, у нас полуфиналы также пройдут по 2 коврам. Наше внимание будет сфокусировано на ковер А, где у нас будут состязаться спортсмены весовых категорий до 57, 61, до 65, до 70 и до 79 килограмм. В этих весах у нас соревнования идут в традиционном таком формате, согласно сетке. То есть квалификация 1/8, четвертьфинал, полуфинал. Ну, вы поняли, дорогие друзья. Ну, а на ковре Б будут преимущественно представлены те категории, где у нас выявление победителя и призеров идет по круговой системе. Ну, конечно, да, вот одно дело, когда ты смотришь схватки на вылет, да, и другое дело, когда вот идет круговая система. Согласитесь, тут уровень накала и интриги совсем другой. Так что мы начнем с ковра А, определим всех финалистов там. И в том случае, если на ковре Б еще будут оставаться схватки, конечно, мы переключимся на наш соседний ковер и также будем смотреть схватки ковра Б. Ну что ж, если говорить о цифрах, дорогие друзья, у нас порядка 90 спортсменов принимают участие. Представлены 4 зарубежные страны. Ну и, конечно же, есть 12 команд из различных регионов России. Конечно, это ни в какую не идет по сравнению с предыдущими годами, да, потому что раньше у нас было как? Порядка 20 зарубежных стран и примерно столько же регионов России, да. Но сейчас, конечно, в период пандемии невозможно организовать соревнования, где вот собирается так много участников, да. Но спасибо, что хоть у нас проводятся соревнования, согласитесь, это лучше, чем ничего, и в любом случае у нас праздник спорта состоится. Ну а сейчас слово предоставляется главе республики. Но сейчас, да, выступят у нас Асен Сергеевич, а также технический делегат Объединенного мира борьбы Тахир Гуламов и все люди, которые имеют прямое участие в организации данного турнира. Ну и слово предоставляется Асену Николаеву. Күнді бір дөйдулақтарым, достуктар, судьялар, тренердар, бұқа барығытын бүйіңі үріләқ күйінен Роман Михайлович Дмитриев атынан ақсыз нұроттар кырдыланағы турнир арылытынан ететегістенді қалдары бүн көңілден. Дорогие любители борьбы, дорогие телезрители, жители Якутии, борцы, тренеры, судьи, я всех вас благодарю за сегодняшний день, когда в 8-й раз начинается турнир памяти Романа Михайловича Дмитриева. Этот турнир в этом году посвящен 45-летию триумфа якутских борцов на Монреальской Олимпиаде. Это триумф, который прославил и Якутию, якутский народ на всю нашу планету.
Я благодарю команды, которые, несмотря на пандемию, нашли возможность прибыть к нам сегодня из многих стран мира, из многих регионов Российской Федерации. Уверен, что хотя на трибунах триумфа в этом году из-за пандемии не будет зрителей, но десятки тысяч людей будут смотреть прямую трансляцию на телевидении, по интернету. И я убежден, что мы станем свидетелями красивых схваток, напряженной борьбы, праздника большого спорта. Я благодарю Объединенный мир борьбы за то, что этот турнир памяти Романа Михайловича Дмитриева среди юниоров, стал уже одним из основных в календаре Объединенного мира борьбы среди юниоров. Уверен, что и дальше на спортивных площадках Якутии будет проводиться еще много замечательных, крупных борцовских турниров. Желаю всем красивой, напряженной борьбы. Пусть победит сильнейший. Восьмой международный турнир среди юниоров памяти Романа Михайловича Дмитриева объявляю открытым. Звучат государственные гимны Российской Федерации и Республики Саха-Якутия. Вручение государственных наград Республики Саха-Якутия. Указ главы Республики Саха-Якутия за заслуги в области физической культуры и спорта, вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетний плодотворный труд присвоить почетное звание «Заслуженный тренер Республики Саха-Якутия» Крылову Николаю Романовичу, тренеру Республиканской специализированной спортивной школы Олимпийского резерва в селе Барагонцы Усялданского улуса. Присвоить почетное звание
заслуженный учитель Республики Саха-Якутия Гаврилевой Людмиле Николаевне, преподавателю Республиканского училища колледжа Олимпийского резерва имени Романа Михайловича Дмитриева, глава Республики Саха-Якутия Айсен Николаев. Слово для приветствия предоставляется техническому делегату Объединенного мира борьбы ЮВВ Тахиру Исаковичу Гуламову. Уважаемые участники турнира, я хотел бы поблагодарить главу республики за организацию такого прекрасного турнира. Этот турнир является одним из сильнейших турниров мира среди молодежи. Здесь принимают участие молодые спортсмены, которые готовятся к следующим Олимпийским играм 2024 года. Именно с этого турнира победители и призеры будут кандидатами в 24 Олимпийского игра. И хотел бы пожелать всем участникам здоровья, удачи, пусть победит сильнейший. Слово для приветствия предоставляется сыну олимпийского чемпиона Романа Михайловича Дмитриева, Роману Романовичу Дмитриеву. Добрый вечер, уважаемые участники, зрители, гости и организаторы турнира. От лица нашей семьи, от себя лично, я поздравляю вас с началом турнира. Я хочу выразить огромную благодарность всем причастным к организации и проведению данного турнира, в частности, руководству республики, Министерству по физической культуре и спорту республики, Объединенному миру борьбы, Федерации спортивной борьбы России, Федерации спортивной борьбы Якутии и, конечно же, училищу Олимпийского резерва имени Романа Дмитриева. А также я хотел бы поблагодарить журналистов, которые будут освещать данное мероприятие, данный турнир. Вы сейчас несете этот праздник спорта во все дома нашей республики и даете возможность тысячам любителей вольной борьбы посмотреть эти захватывающие схватки. И у них, к сожалению, в этот раз нет возможности лично поддержать борцов и сотрясать эти стены своей неистовой поддержкой, как это было раньше. На данном турнире мы с вами станем свидетелями схваток борцов нового тысячелетия, молодых борцов 2000-х годов рождений. И я полностью убежден, что этот турнир откроет новые звезды борцовского мира. Наша с вами задача не только зажечь эти звезды, но и поддерживать их пламя, разжигать его все сильнее и приложить все наши силы, чтобы это пламя разожгло новый олимпийский огонь. Свой личный вклад в достижение цели я могу внести только, попробовав сформулировать некоторые такие правила жизни моего отца, Романа Михайловича Дмитриева, олимпийского чемпиона. Во-первых, это никогда не всегда познавайте новое. Это очень базовый совет, но он очень важен, потому что нужно все время не останавливаться в своем развитии, изучать какие-то методики лучших тренеров мира, изучать тактику своих соперников, анализировать свои не только ошибки, но и победы, а также, возможно, заниматься какими-то дополнительными единоборствами, изучать. Вот, например, мой отец дополнительно занимался боксом, и это была отличная тренировка для работы ног и чувства дистанции. Второе правило, которое можно сформулировать, это не ограничивайтесь только спортивными знаниями. Это вытекает из первого правила, но это поможет молодым борцам
больше познать суть вещей и себя самих. А если вы владеете собой, а не сражаетесь с собой, у вас всегда будет на одного очень сильного соперника меньше, а это неоспоримое преимущество. И еще одно правило – это будьте спокойными. У моего отца было любимое выражение «олимпийское спокойствие». Мне кажется, именно оно помогло ему стать сильнейшим в мире. Ведь каждый из нас в любой момент может совершить ошибку, и это нормально. Но только в наших силах решить, паниковать и рисковать, или держать себя в руках, дотерпеть и планомерно исправить возникшую ситуацию, кризис. И вот это олимпийское спокойствие всегда помогало моему отцу в самых сложных схватках в его жизни, и не только спортивных. И четвертое правило, пока что последнее, это уважайте своих соперников, чтите Родину, будьте надежным другом и любите свою семью. Тут мне добавить особо нечего, только то, что борьба, вольная борьба, она не ограничивается только схватками на ковре. Кроме этого, есть еще целый мир и целая жизнь, которой нужны такие молодые, сильные, целеустремленные, любящие и надежные люди, как вы. Желаю вам на этом турнире показать все, на что вы способны. Будьте сильными, как никогда. Удачи вам, и я вас верю. Спасибо. Проходят века, но триумф нашего земляка на Олимпиаде останется неподвластным времени. Роман Дмитриев – это гордость якутского народа. Мы призываем молодое поколение спортсменов быть достойными имени выдающегося сына народа Саха Романа Михайловича Дмитриева. Вас приветствует заслуженный артист Республики Саха-Якутия Аскалон Павлов. Модун санала мохсооллорго, қоссун халала қодойдорго, тулқадай батыруқтақ тұстуқтарға, жаннарға ағарды! Өскен қараққын ұлдары көрдіңдер, қараққын көттерер болма. Өскен доғыр күлестіқтер көйдіңдер, бұраған түнгеғі бодыма. Өскетін әйген бұжардық өқтіңдер, құттаған бөкчетші тұттыма. Қан қамыр қапсы үлкенін сағана, кымызгын ұмсары тұттыма. Өлер көйт ұмын, құтталғын тұмын, әрки бол, әр қолын бол. Қайдақта ұлой, бар үйдің тұлой, әрки бол, әр қолын бол. Я! Қаяда белек ұлттан саллыма, модун кең сананнан саллыма. Қаяда белек кили қасыған, садыр бәң ческен қарыстан. Омығың бәрдінен кен тұтта әтектәқін, бигі чулубы тектәқін. Омығың тұғығар оқсы оқтұстақын, бұлақын өрі тұтуқтақын. Өлер көйт ұмын, құтталғын тұмын, әрки бол, әр қолын бол. Қайдақта ұлой, бар үйдің тұлой, әрки бол, әр қолын бол. Естімелер әлләқ, әбіллер әчімдәқ, әр оlanlar, ұчаттар, әр қауыттар,
Ölürkün umun, kutalgın kumun, erki bol, bağın bol, kaynak dağlıy, baridin tuloy, erki bol, bağın bol. Ölürkün umun, kutalgın kumun, erki bol, bağın bol, kaynak dağlıy, baridin tuloy, erki bol, bağın bol. На этом торжественная церемония открытия 8-го международного турнира по вольной борьбе среди Подходит к концу у нас торжественная церемония открытия наших соревнований. И в скором времени мы начнем просмотр вечерней программы. Ну и за всем происходящим вместе с вами будем наблюдать мы, я, Власий Сергеев. И произошла у нас замена, да? В составе экспертной комиссии, которая нам помогает. С нами вечернюю программу будет смотреть судья международной категории экстра-класса Салтан Сергеевич Досеев. Добрый вечер, уважаемые любители борьбы. Сегодня будет полуфинал и очень интересная встреча. Будем надеяться, что борьба будет красивая. Да, конечно, мы ждем, конечно же, только ярких схваток. Ну а перед вами, дорогие друзья, на ковер вышел снежный барс. Именно с этим животным сравнивали нашего прославленного олимпийца Романа Михайловича Дмитриева. Но на предыдущих открытиях, да, предыдущих турнирах, конечно же, обязательно снежный барс у нас обязательно присутствовал, он выходил и заводил, да, толпу, которая присутствовала на триумфе. Но сейчас, конечно, условия несколько другие, но обойтись без снежного барса, конечно же, на этом турнире мы не могли. Но вышел снежный барс, да, покрасовался на коврах и не порадовал, конечно, вот своими амплитудными прыжками, да? Но ничего. Ну что ж, мы уже проанонсировали, да, то, что у нас полуфиналы будут проходить на 2 коврах. Мы сфокусируемся на ковре А, где у нас весовые категории до 57, 61, 65, 70 и 79 килограмм. Вот в данных весах у нас состязания идут по стандартной сетке, да. На ковре Б у нас будут весовые категории, где у нас выявление лучших идет по круговой системе. Ну а сейчас режиссер нашей телетрансляции предлагает вам, дорогие друзья, яркие моменты утренней программы, как вот на иностранном, да, говорится, highlights. Подборка ярких зрелищных моментов в замедленном действии специально для вас, дорогие друзья. Но утром действительно было на что посмотреть. И, конечно, радует то, что якутяне, да, может быть, и с переменным успехом, но все-таки успешные выступления, успешные результаты у нас есть. И есть у нас представители якутской школы борьбы на стадии полуфинала. Ну, конечно, они должны быть на домашних соревнованиях, и они есть. Если говорить о цифрах, то у нас порядка 90 спортсменов участвуют, 4 зарубежных стран представлены и 12 регионов России. Ну, то есть, несмотря даже на то, что вот такое время, да, пандемия, но все равно география, она соревнований достаточно широка. Ну и сейчас в скором времени на ковер выйдут спортсмены, которые находятся очень близко от пьедестала почета, очень близко от медалей. И, конечно же, помимо медалей, они на этих соревнованиях получат и приличные призовые. Речь идет о том, что, о следующих суммах. Победитель, чемпион, получит 70 тысяч рублей, серебряный призер 50 тысяч и обладатель бронзовой награды 40 тысяч рублей. Конечно, не забываем и о тренерах, которые воспитали, подготовили чемпионов. Тренер чемпиона получит 40 тысяч рублей. Приличные такие призовые деньги, призовые, и за которые, конечно,
хотели бы побороться все, да, вот, конечно, на старте Нового года, я думаю, любому спортсмену хотелось бы испытать свои силы, испытать свою форму на столь масштабных соревнованиях, еще и вот побороться за такие приличные призовые, но, конечно, не всем удалось, да, не всем было разрешено приехать в Якутск, конечно, у нас есть осложнения, и у нас соревнование в итоге идет по 9 весовым категориям, и оспаривает медали в этих весах 90 человек. Ну, порядка 90. Ну, Салтан Сергеевич у нас является, ну, он уже наш, да? Да. Салтан Сергеевич, я думаю, давно уже объякутел, так сказать, если вы соизволите, да, вот, выразиться. Ну что ж, Салтан Сергеевич, вот какие эмоции, впечатления вот по первым дням очередного пребывания в Якутске у нас в республике? Да, давно мы не были в Якутии в связи вот обстановкой в мире, которая сейчас происходит. И вдвойне приятно, что вот этот турнир состоялся. Я уже это могу твердо сказать, потому что сегодня хорошие встречи были, и мы, организаторы, соблюдают все правила, которые нам предписаны, самоизоляции, или как это сказать. Ну, вдвойне вот приятно, что на самом деле вот смогли приехать команды, которые вот здесь участвуют. Большое им спасибо. Нынче в этом году график соревнований очень у нас плотный. Сейчас основная сборная до 2020 года проходит сбор в Кабардино-Балкарии и готовится первенству мира. Ну и тут буквально через 3-4 дня, через неделю, наверное, буквально будет спартакиада федеральных округов этого же возраста. И вот, может, в связи с этим так мало участников здесь у нас и субъектов Российской Федерации. Потому что все готовятся, это спартакиада среди юниоров, ну, до 2020 года. Вот. Буквально недавно, 2 недели прошло, мы проводили в Иркутске первенство России, финал этого возраста. В пользу случая хочу поздравить якутскую сборную с золотой медалью и бронзовой медалью. Очень хорошо отборолись ребята, особенно 70 килограмм. Такие яркие схватки он выиграл. Представители Дагестана, Осетии. Пройти в таком весе и стать чемпионом, это многое значит. У него большое будущее, у этого парня. Свинобоева. Вот. И я очень рад, что он стал чемпионом. Ну, я думаю, потихоньку ребята вот этот возраст, они еще себя покажут на большом ковре, на взрослом ковре. Вот. Работа идет, результаты будут. Да, если, конечно, идет работа, да, результаты, они, конечно, обязательно должны быть. Но говоря о возрасте, да, у нас традиционно, ну, вот, принимают стартуют, да, на этом турнире у нас юноши. Ну, в данном случае у нас речь идет о 2003-2006 годах. Действительно, парни молодые, все у них еще впереди. Главное, их победа еще впереди, да, как говорится. И, возможно, вот мы зажигаем вот на этом турнире. Да, вот, кстати, новые имена на открытии. Вот сын Романа Михайловича, Роман Романович, очень сказал, да, вот замечательные слова. Тут зажгутся новые имена, и наша задача помочь этому пламени стать вот олимпийским огнем, да, действительно. Поделился еще Роман Романович главными жизненными, да, вот, правилами Романа Михайловича. Но мы к ним еще вернемся обязательно. Я думаю, ну, телезрители еще, конечно, все это прекрасно слышали. Ну а сейчас у нас начинаются полуфинальные схватки, дорогие друзья. Ну, сейчас объявляется ковер Б. Там у нас, как я уже говорил, да, выйдут весовые категории, где у нас идут состязания по круговой системе. Там у нас вот в некоторых весах 4-й круг, в некоторых весах 2-й круг. Но это получается предпоследние круги, да, получается. Да. И в финалах, конечно, последний круг будет. Ну, а мы, конечно, обращаем все свое внимание на ковер А. У нас весовая категория до 57 килограмм. И это у нас первый полуфинал. Эрдем Баракшонов, Республика Бурятия, и Чалай Кужугет.
Итак, смотрим первый полуфинал. У нас Эрдем Баракшонов. Так. Как у нас быстро, да, начинают? Да. Кстати, они вот на первенстве России в финале это в Иркутске, также они боролись за 3-е место. Тогда Кужегейт выиграл. Ну, уверен, тогда Эрдем вот вышел с настроением взять вот реванш, да, и вот совсем недавно, если тем более эта схватка проходила. Уверен, парни хорошенько проанализировали минувшую встречу. Ну, вот видим, Эрдем активно сейчас работает. В сложном положении держит своего соперника. И, конечно, тут он должен брать свои баллы. 2 балла. Вот сейчас опасный захват. Кольцо взял. Должен отсюда, конечно, он поставить его в опасное положение. Уже судьи оценили 2 балла. Я думаю, Эрдем не отпустит уже. Нет. Очень опасное положение. Ну и смотрим. С такого практически невозможно уходить. Арбитр дает туше. Да, туше. Эрдем Баракшонов, дорогие друзья. Взял реванш. Да, как раз говорили об этом в начале этой схватки. И за схватку в Иркутске взял реванш Эрдем Баракшонов. И вышел в финал. Да, и выходит в финал. Поздравляем мы представителя команды Бурятии. Ну и давайте посмотрим в замедленном действии, как же у нас проходила данная схватка. Ну вот тут все началось. Кстати, сборная Бурятии 2 недели здесь готовится к этому турниру, здесь в Якутии. Они здесь находятся, уже 2 недели готовились к этому турниру. Ну, естественно, сборы проходят непосредственно на месте проведения, да? Непосредственно они здесь останутся, здесь будет спартакиада, федеральный округ. Дальневосточный федеральный округ. Да, это практически невозможно уйти с такого захвата. Очень плотный захват. Попробуй, да, что-нибудь придумать. Да. Ну, а Кужегейт приехал в составе сборной России сюда. Ну, здесь борются 3-е номера, которые на первенстве России занимали. Ну и в замедленном действии мы видели, да, вот всю досаду Чалая. Ну что ж, таким образом Эрдем Баракшонов выходит в финал, и сейчас будет определяться его соперник по решающей схватке в этой весовой категории. В красном трико у нас Харисхал Григорьев, представитель сборной команды Якутии, и его соперник Артем Кабаев. Ну что ж, у нас Харисхал Григорьев в предыдущей схватке выиграл у своего сокомандника из сборной республики Артема Слепцова. Ну а что касается Артема Габаева, то он оказался сильнее вот Мурада Хагвердиева. Но тут, знаете, вот Артем Габаев, он провел на схватку больше, если я не ошибаюсь. Ну, он привидение боролся. Да, схватка. Ну туда по 2 схватки провели. Ну, больше всех участников 57 килограмм на этом турнире у нас. Да, 32 участника было заявлено. Но традиционно вот самые многочисленные весовые категории у нас на турнирах, да, вот, в частности на мемориале Романа Дмитриева, конечно, вот 57 килограмм. Ну, Губаев, он представитель Северной Осетии. Он тоже приехал в составе сборной России бороться сюда. Ну, Григорьев, Иркутский хорошо боролся. Ну, там были моменты, чуть-чуть не хватило. А так 57 килограмм должны были полностью сборной Якутии ребята взять. Надеялись, мы думали, что якуты этот вес соберут. Вот так получилось, что только 1/3 место было. Ну, в принципе, могло быть, да, то, что на пьедестале. Да. Ну, чуть-чуть не хватало. Не дорабатывали.
Ну и вот сегодня мы выявим всех финалистов, участников финальных схваток. И завтра в час дня у нас начинается программа соревнований именно финальных схваток. И все, конечно, решающие поединки мы покажем в прямом эфире, дорогие друзья, на телеканалах НВК Саха, Мамонт. Также будем подавать сигнал в YouTube, тоже на официальном канале национальной вещательной компании Саха. Также вы можете прямую трансляцию смотреть благодаря посредством приложения НВК Саха. Так, смотрим, тут смог убежать Григорьев. Сегодня было совещание, главной судейской коллегии, они решили завтра на одном ковре все финалы. И за третье, и за первое место. Чтобы полностью показать все категории. Пока борьба идет равная. Габаев, я первый раз слышу фамилию такое. Хоть он мой земляк, но я его первый раз вижу, первый раз смотрю его встречи. Он прошел, там киргиза хорошего парня прошел, предварительные встречи. По-моему, с Киргизией он боролся здесь. Или с азербайджанцем. Это вы, кажется, имеете в виду Мурада Хагвердиева, представителя Азербайджана. Азербайджана, да. Это прошел, на предыдущей стадии. Да. Кстати, представитель Азербайджана такой мощный парень же был. Да. Физически такой, крепкий, быстрый. У них хороший состав у Азербайджана. У них 70 килограмм борется по первенству мира. И 57 хороший парень у них был. 2 балла записывает Харысхал, и сейчас нужно развивать успех. Да, Сахат хороший, но, по-моему, не в ту сторону делает. Надо растянуть надо. Сложился Габаев, конечно, тяжело так провести. Он, конечно, удобно рукой опирался, и тут... Надо... Когда складывается, тяжело проводить, надо как-то растягивать. Или всю нагрузку, чтобы на спину было. А он просто ногами крутит, ноги хочет. Это тяжело проводить так. Во всяком случае, конечно, здорово это атаку провел. 2 балла в свой актив записал, вышел вперед. И у нас, смотрим, времени еще полно. Еще второй период впереди у них. Что скользкий, это 2-1, это такой борьбе. Сколько раз это преимущество может перейти как в одну, так и в другую сторону. Но у нас этот турнир был организован. В ходе организации, честно, велась работа с Роспотребнадзором, также, конечно, Объединенный мир борьбы внимательно за всем следил, и тут есть требования определенные. Это касается, конечно, в первую очередь масочного режима, и я думаю, вы уже заметили, когда объявляется победитель, судья не касается спортсменов, то есть поднимает ту руку, на которой, если красный борец, например, руку с красным напульсником, не касаясь, например, самого спортсмена. И судьи работают в таких интересных пластмассовых визорах, напоминают хоккеистов. Да, у нас, потому что только чемпионат Европы закончился, то же самое, также они судьи выходили, судили. Переняли практику, да? Да. Но мы буквально провели чемпионат России в Улан-Удэ, иркутский первенство России по этому возрасту провели. Но у нас не было таких ограничений, не было этих защитных. У нас работали нормально. В Улан-Удэ вообще была стопроцентная посещаемость трибун. Могли заполнить, да? Заполнили? Да, полностью заполнены были трибуны. Это на сознание людей, они должны, есть у нас масочный режим, они должны соблюдаться, а не заставлять. Если такое время, что сделаешь? Но тем временем у нас остается все меньше и меньше времени. Григорьев контролирует своего соперника. Выиграл тут, конечно, немного времени Харысхал. 15 секунд.
Ну да, он должен в финал выйти, потому что это весь... ну Ой, это опасно. это опасно, да. Ну, я думаю, Григорьев должен устоять. Но тут вообще мало времени остается. 3 секунды буквально, надо держаться. Ничего не было, ничего не было. Вот он сам Так, и еще все. в контратаку перешел. Он вышел в финал. Напряженная концовочка Да, получилась. да. Это, думаю, якутские любители, да, спорта тут все встали. Спортсмены челлендж стульев. выбросили, это уже от безысходности сейчас просмотрят эту ситуацию. Ну, я думаю, там ничего не было. Ну, такая завязка была обоюдная. Последняя возможность, да, была попробовать зацепиться все равно за что-то. встреча закончилась. Дадут дополнительный балл за проигрыш челленджа, и это ничего не решает. Сути не меняет, да? Да. Даже если 1 балл дадут, все равно Григорьев выиграет, у него двухбальное Да? действие. Действие на 2 балла было, как помню. Александр Иванов. Россия. Ну и Харысхал Григорьев. Ну, да, на самом деле было бы здорово, да, вот если вот все, схватка закончилась, Харысхал бы победно скинул бы руки вверх, да, и вот этот момент, да, а вот теперь вынуждены ждать. Вот давайте Вот второй момент, разобраться. вот здесь они просят, что что-то было якобы. Но я думаю, ничего такого не было. Опасного положения не было. Они обоюдные завязки были. Ну вот, смотрим. Григорьев полностью контроль держал. Если бы он рукой уперся, Григорьев, там да, там уже контроля нету, а здесь он полностью контролирует. Ничего не было. Я думаю, справедливо оценят судьи. На ковре Б победу одержал Янку Шазапов. Все равно вот одним повтором не ограничились судьи. Вот сейчас с разных ракурсов они продолжают смотреть. Вот дело в том, что вот наш сигнал сейчас транслируется на основной экран арены. И вся судейская коллегия вот внимательно изучает эти повторы вместе с вами, дорогие телезрители, ну, как и мы. Ну что ж, решение есть. Ну да. Балл, еще 1 балл Харысхалу. И 3-1. Таков итог данной встречи. И представитель сборной команды Республики Саха-Якутия Харысхал Григорьев выходит в финал. Достойно. Да. Финал весовой категории до 57 килограмм. С чем мы его поздравляем. Он встретится там с Артемом Баракшоновым. Ну и, соответственно, Чалай Кужигет и Артем Габаев, они оспорят бронзу. Да, они сейчас будут там утешаться и будут ждать своего соперника. И будут бороться за бронзовую медаль. Но проведение соревнований вот здесь, конечно, шикарные условия. Вот это просмотр челленджа, сама арена. Очень удобно бороться, работать здесь с судьям и спортсменам удобно бороться. Да. Имеются действительно Да. современные Были бы спортивные зрители, комплексы. потому что болельщики соскучились по борьбе уже, которые 2-й год здесь ничего не проводят. Я не сомневаюсь, что здесь трибуны были бы полные сейчас. Ну да, если бы трибуны были открыты, Да. конечно, тут аншлаг был бы, да, точно. Ну вот как бурятские борцы хорошо подготовились, они вот 2 недели здесь находятся, вот что сейчас будет бороться у них. Тоже в полуфинале 61 килограмм, по-моему. Там. Да, у нас мы переходим к весовой категории до 61 килограмма, и в рамках первой полуфинальной пары у нас сойдутся вот на ваших телеэкранах. Это Дамдин Цринжапов. Выходит он к центру ковра, и его соперником будет Александр Иванов, представитель сборной команды Якутии. Цринжапов у нас представляет Бурятию. Ну и давайте смотреть. Один якутянин в финале уже есть. В этом весе у нас, кстати, во второй полуфинальной паре также у нас есть еще один якутянин, Николай Спиридонов. Ну, я думаю, Иванов в предварительной встрече хорошо отборолся, но он должен выйти в финал. Уважаемые спортсмены, время приготовлены борцам весовой категории до 86 килограммов. Ну и здесь вот у нас судьи, конечно, на 2 ковра. У нас проводим соревнования на 2 ковров. Вызвали самых лучших
Всего 12 человек у нас судей, и работает очень плодотворно, хорошо, грамотно, по всем правилам международным. Вот. Вот сейчас на ковре судит один из лучших судей у нас в России, вот, который чемпионат России 3 финала отсудил. Ну, у нас судейский корпус работает под руководством, да, вот, Александра Чуенко, главного судьи соревнований. Ну и у нас вот 12 судей, но, наверное, больше же могло быть, да, на самом деле? Ну да, если бы 3 ковра, больше бы было народу. А тут, ну, по 6, да? Да, и нормально, очень плодотворно работает. Вот 1 балл получает Иванов. Ну, про главную судью, вот он же 3-й год здесь главный судья на этом турнире. До этого 5 лет я был главным судьей и как передал эстафету. Это мой ученик, мой воспитанник, и продолжает. Подготовили и передали бразды правления, да? Да. И он продолжает работать главным судьей. Вот уже 3-й турнир у него, Дмитриева. Ну вот мы видели в предыдущем эпизоде, Дамдин очень активно включился и смог все-таки вытолкать Александра за пределы ковра. Это пока первое результативное действие в этой схватке. Вот это уже Иванов головой опасно работал. Сейчас очень строго наказывают, когда грубая борьба, особенно вот эти стыки. Судьи очень внимательно это обращают внимание. Ну да, действительно, там любое мельчайшее его движение, да, это всегда может привести к серьезным достаточно последствиям. У нас только что чемпионат Европы закончился, финальная встреча была 125 килограмм. Наш Козырев боролся в финале с турком Агю. И он буквально это мировой рекорд устроил. За 30 секунд до конца встречи он 3 предупреждения получил. Был снят с схватки. Ну, в принципе, он схватку и проигрывал. Но вот за грубость, там, за пальцы, за 30 секунд 3 предупреждения, такого не было никогда. Негативным оттенком такой, да, рекорд? Да. Ну, счет опасный. Ну, это полуфинал всегда, напряженная борьба. Уже лучше только выходит полуфинал, финал. Ну и сейчас специально отведенные 30 секунд, в рамках которых секунданты, тренеры могут нести определенные коррективы, если они требуются. Так, наставление. Звучит сигнал, спортсмены приглашаются обратно к центру ковра. Ну что, впереди целый период. Ну, они друг друга знают. Тем более буряты здесь на сборах были. Еще они с одного округа, дальневосточного. Буряты сейчас присоединились. Да, присоединились. И они друг друга знают. Из-за этого такая вязкая борьба у них. Представитель команды России Артур Призна. Ну, у нас здесь самый знаменитый это борец на этом турнире 70 килограмм. Азербайджан. Не помню. Он чемпион мира прошлогодний. 74. Самый титулованный, да? Да, самый титулованный, да. Вот Иванов взял 2 балла и еще накатил. Ну что, работать надо? Взорвался, взял 2 балла и сразу накатил. И вышел вперед. Вот наставление тренера воспринял правильно. Вот еще 2 балла. Еще 2, здорово. Продолжает развивать этот успех. Александр. Очень динамично он это все провел, этот отрезок. Как здорово отработал, да? 6. Да. 6 баллов. Ну, вот в таком возрасте не должны так бороться. Они осторожничают.
чему тренеры научили, они должны вот это все делать на ковре. Вот сейчас Добнин мог достаточно выгодное положение. Ну, я думаю, Иванов доведет эту встречу до победного. Ну, Так, да, хорошая атака Дамдинова. и 2 балла. 2 балла. Так, накат. Не было. До конца не довел. Попытался, но Иванов не позволил записать свой актив. Еще баллы. Ну, 6-3. 3 балла преимущества у Александра. Сейчас Да. открытая борьба сейчас, конечно, у нас идет. Так. Интересное положение. Вот тут. Я думаю, если челлендж будет интересно. Будут рассматривать. Ну, 2 балла Иванову дают. ну да, оценили вот это последнее действие. А перед этим ничего не дали. Ну, вот сейчас будет консультацию делать. Челлендж. Нет, челлендж не был. Да, да. выкинули челлендж. Ну что, и нас с вами ждет просмотр повтора. Попробуем вместе с вами, дорогие телезрители, разобраться. Вот это действие, это 2 балла уже Дамдинову. Вот. Вот за это действие они челлендж-то выкинули. Ну, я думаю, тут не было опасного положения ничего. А вот интересная ситуация, что-то сейчас просмотрят. Вот это действие Иванов. В принципе, контроля такого не было, что 2 балла зафиксировать. Наоборот, Иванов вверх вышел. Ну и здесь, в принципе, ничего нет. Тут тоже контроль держит Дамдинов. Какое решение вынесут сейчас? Главный судья и делегат. Ну там, да, идет совещание под вот основным экраном арены. Внимательно они смотрят. Вот этот же повтор, дорогие друзья. Сигнал у нас дублируется на экран арены. Ну и вот. Я бы вообще ничего не дал. Ни в ту, ни в ту сторону, да? Да. Ну, атака была, но он не завершил. А баллы даются, когда полный контроль. Здесь идет обоюдная борьба. Он сейчас выходит из положения, партер выходит. Он еще не касался коленами ничего. И опасного положения не было. На ковре ВС категории 86 килограммов. Чисто техническую победу одержал Аюр Немаев. Ну что, возвращаются. Отходит от экрана судьи. Так. Вообще ничего не дали. Правильно мы оценили это действие. Ну и возвращается челлендж. Да, остается 6-3. Счет остается 6-3. Приморский край. Юсуф Хаджи Да. Айдаев. Ни тому, ни другому. Ну и возобновляется у нас схватка. 6-3. Впереди Александр Иванов. Ну и больше 30 секунд остается. И, конечно, сейчас Тринджапов будет идти всеми силами вперед. Ну, да. Кстати, арбитр, он хотел помочь, наверное, Иванову. Чуть-чуть поддержать его. У него супруга с Якутска. Катя Мельникова, победитель первенства мира по юниорам была. Зять иркутский. Якутский, вернее. Ну, интересная подробность, конечно, в биографии, да? Да. Судьи. На ковре приготовится ваш весовой категории до 90
Ну и смотрим, тут 10 секунд буквально остается, и Дамдин продолжает искать возможность для проведения своей атаки. Александр, в свою очередь, конечно, предельно сконцентрирован, и все, завершается время. Да, это уже после свистка. Да, здесь уже это без оценки будет. вышел финал. Да, поздравляем Очень приятно. Александра Иванова с этой победой. Действительно напряженная схватка получилась. С просмотром челленджа. Кстати, сегодня вообще вот в целом за весь день челленджей вообще мало. Мало челленджа, да. Вот в утренней программе один челлендж был. Ну что ж, поздравляем мы Александра Иванова. Выходит он в финал весовой категории до 61 килограмма. Хорошая схватка. Да, динамичная такая, веселая схватка. Да, есть динамика, есть технические действия. Есть спорные моменты, которые, конечно же, были решены благодаря повторам, благодаря работе судейской коллегии. Но действительно. Вот этот отрезок как раз все решал исход встречи. Но благо судьи разобрались. И тут, конечно, ни у кого вопросов уже не осталось. И с счетом 6-3 у нас победу праздновал Александр Иванов. Вышел он в финал этой весовой категории. Ну а Дамдин Саринджапов будет бороться за бронзу. Отдадим должное Дамдину. Ну, мы идем далее. У нас вторая полуфинальная пара этой весовой категории. Николай Спиридонов, Республика Саха-Якутия, и Вадим Берегой, Молдова. Ну, вот этот молдаванин хорошие схватки прошел, предварительные встречи. В любом случае он будет уже за медаль бороться. Или за золотую, или Ну и давайте смотреть. Два якутянина уже в финалах у нас есть. Ну и, конечно, всем любителям, и якутским любителям спорта хотелось бы, чтобы Николай Спиридонов тоже поддержал успех своих товарищей. да, там 100% уже золотая медаль будет в Якутии. Да. Но молдаванин такой вязкий, он, я 2 встречи смотрел его, вязкий, такой тягучий. Ну, устные замечания Спиридонов получает. Да, сейчас здорово было бы Николаю поактивнее, да, поработать, Ну да. чтобы 30 секунд. Нет, еще 30 секунд. Не, да, еще нету 30 секунд, но все к этому идет. На ковер повторно приглашается Руслан Ердыкоев, Россия, Республика Северная Осетия, Алания. Ну, действительно, такая пока вязкая борьба. Идет и... Ну, сейчас 30 секунд Да. получается Спиридонов. Да и вообще вот в последнее время вот это чемпионат России провели, первенство России провели, юноши, судьи вообще четко все отработали. Никаких таких серьезных ошибок, вообще ошибок практически не было. И на этом турнире вот сейчас ребята работают хорошо. Вчера они семинар прошли, хороший семинар с показом видеороликов, там все было интересно. Ну да, традиционно вот всегда на турнирах, да, вот, проводится параллельно, идет работа судей также. Ведь на соревнованиях опыт приходит брать не только ведь спортсмены. Это Да, конечно. Да, судьи тоже. Для них это опыт, для них это обмен опытом. Вот такие семинары, конечно, тоже. Ну, здесь иностранных судей нету, только все российские. Утром сказали, чтобы ребята, несмотря ни свой, чтобы нормально, честно судили встречи. Вот. Ушел, захват
Да. Здорово тут удалось избежать последующих проблем Николаю. И надо развивать свою атаку. Я говорю, молдаванин очень такой вязкий, такой тягучий. Такой сейчас нырек, такой хороший проход он сделал и довел до конца. Спиридонов. Молдаване получают замечание устное. Ну и 20 секунд остается бороться в первом периоде. Ну, второй период, если такая же будет борьба, он получит 30 секунд. И Спиридонов будет впереди в такой борьбе, в таком счете. По последнему действию. Да. Если все по такому же сценарию, да? Да, да. Ну, я думаю, тут второй период они включатся, потому что это выход в финал идет. За выход в финал. Ну что, единственный балл у нас был получен за счет предупреждения. Свищи, да, надо конца, четко надо. Ну и на ваших телеэкранах только что был Вадим Берегоев. Ну, это Николай Спиридонов получает наставление. Ну, сейчас, да, действительно, если зеркалить, да, это такой же сценарий, уже впереди-то действительно будет Николай. Да, ну, тут посмотрим, да, действительно, сейчас включится. Концовка будет интересная, если в такой борьбе будет концовка. Итак, полуфинал весовой категории до 61 килограмма. Победитель данной схватки в борьбе за золото встретится с Александром Ивановым из Якутии. Смотрим. Договоры приглашают борцы весовой категории до 92 килограммов. Артур Янов, Сергей Николаев, представитель Ну что у нас? Республики Саха. Нет еще пока. Ну, сейчас 30 секунд получает. Арбитр пока выжидает. Ну, призывает, да, активнее? Да. Но пока 30 еще нет. Ну, сейчас дадут. Уже пора. Арбитры тянут до 2 минут, а потом надо сделать в начале такой схватки, делать 30 секунд, чтобы у него было время отыграть, потом время. Вот сейчас получает молдаванин 30 секунд. Да, сейчас он, конечно, пойдет вперед. Да. Стоять надо. Ну. Да, здесь уже опасно, конечно. Так, нет тут баллов. Пока нету, контроля нету, баллов нету. Отстоял, молодец. Хорошо. Николай Спиридонов. в первом периоде тоже, да, вот здорово убежал. Спиридонов, так, ну тут опять идет вперед и 2 смотрим. балла, 2-1. Так, 2 балла. И 1 балл синему. Но почему-то не оценили 2 балла только синему. Спиридонов ничего не дали. Я думаю, что будет Челлендж? челлендж, скорее всего, наверное, должны. Ну, вот, смотрю на секундантов, пока не наблюдаю вот намерения Да. выбросить челлендж. Ну, значит, они согласились. Ну, согласились. Да. Но Минута 20 до конца. Так, ну и 10 контратаку делал Спиридонов. ну, контрдействие, да, вот действительно. Да. Ну все, Вот, да. уже пошел ва-банк Спиридонов. Сейчас он будет на контратаках только бороться. Ну тут да, на самом деле, ну что еще надо было делать-то? Ну, идти вперед, отыгрываться, пытаться. Ну, Вадим Берегой. В вольной борьбе нельзя в защиту уходить. Это считаю, что 99% ты проиграешь. Но здесь атаковать, идти вперед. — 30 секунд остается. Да, уже 5 баллов не отыграть. Да. Тем не менее, конечно. Не остановится же, да, не бросит бороться, конечно. Ну, Спиридонов идет да, вперед. Спиридонов кто не давал бороться вот так с самого начала?
Это не спасительный 1 балл уже. Это уже ничего не решает. Последние секунды. И все, конец схватки. Ну, я думаю, интереснее будет финал. Молдавия, Россия, Саха, Якутия. Ну, с точки зрения того, что не будет, да, вот уверенности в том, что вот золото и серебро тут, да, будет вот интрига. Интрига, да. Вадим Берегой принимает поздравления и уходит. Он готовится к финалу. В борьбе за золото он встретится с Александром Ивановым из Якутии, как мы уже говорили. Ну а Николай Спиридонов будет оспаривать бронзовый медаль. Ну и смотрим повтор ярких моментов минувшей схватки. Вот тут. Да, что-то непонятно, почему тренер не выпустил челлендж. Интересно. Ну, то, в принципе, синий атаковал и полный контроль был, не был распущен захват. Ну, можно было испытать лотерею. Ну, да. Ну, вот решающий момент, это, наверное, когда вот Николай пошел вперед, ну и там вот сейчас очень интересная встреча будет. 2 россиянина будут бороться. Топшиноев и Акопян, с Калининграда. Они на первенстве России боролись за 3-е место. Такая напряженная борьба была. Это 9-8 встреча закончится в пользу Топшиноева. И вот сейчас у них очень такая принципиальная встреча будет. Итак, весовая категория до 65. Нет. Следующая встреча будет. Да, сейчас-то у нас вышли вот в красном трико Даниил Харчелава из Калининграда и представитель команды Якутии Вальтер Владимиров. Так, ну в этом весе Вальтер у нас на стадии полуфинала, имеется в виду, единственный представитель команды Якутии. Ну вот как раз во второй у нас паре вот Джафаров будет бороться с Аяном Жексимаевым. Ну, у нас 70 килограмм, там самый такой плотный состав, хороший. Сильные борцы там борются 70 килограмм в полуфинале. Но мы обязательно дойдем. Харчелава, он победил первенство России по юношам был, и на Европе боролся. Очень такой опытный борец. Вот сейчас здорово он зашел. Так, 4 балла Владимиру. И 1 балл. 2 балла. Да. 2 балла. Фиксации не было, он сразу накатил 2 балла. Мощный такой отрезок провели борцы. Разыграли приличное количество баллов. И ну, тут да, яркая схватка у нас идет. И 2 балла, да, берет Владимиров. Ну, сейчас челлендж будет. Да, со стороны руководитель ковра дает 2 балла красному, арбитр синему. Вот сейчас они консультацию сделают, челлендж, скорее всего, будет. Нет, консультацию делают. Ну да, вернули челлендж, и сейчас... Ну да, судьи сейчас между собой консультацию сделают, если что-то непонятно, будут просматривать. Но интересный момент. Харчелава пошел на мельницу, а это уже сконтрил. По 2 балла дали. Ну, 6-4. Более справедливо разошлись. Ну что, никто в обиде не остался? Да, интересный момент был. Действие.
Давай, отрабатывай. Давай. На кону выход в финал. И как минимум серебро. Но тут после такого взрывного отрезка, да, несколько на затишье перед бурей. Ну да, они вот, Позиционная борьба. И вот Харчилава очень техничный борец. Вот, 2 балла зарабатывает. Борется до конца. Вот так, еще, накат еще идет. 2 балла. Еще 2 балла. Еще Еще 2 балла. Все, поднимает судья. Уже спортсмена. 10-6. Да. Ну, в принципе, и до этого Харчилава 4 на своих действиях проиграл. Он очень грамотно борется, Харчилава. Опытный, опыта больше у него. Международных соревнований. Победу одержал Сергей Николаев. Россия, Республика Саха. Действительно, очень точен и очень быстр, да, в своих атакующих действиях Харчилава. 4 балла. Так, 4. Эдуард Максимов. Ну, 2 балла. Посадка на таз. 2 дают, да. Россия, Иркутская область. 12-6. Ну и все. Последние мгновения. Борьба. Да. За 3 минуты 18 баллов набрали. Кстати, да, это, наверное, самый высокий Да. показатель за сегодняшний, первый соревновательный день. Разыграно 18 баллов, да. Цифры, конечно, впечатляют. Богатый на события период получился. Ну, Харчилава опытный. Первенство Европе боролся. В международных турнирах участвовал. Победитель первенства России по кадетам был. Саха, Якутия, Шота, Картия, Иркутская область, Россия. Вот видим в замедленном действии, как же все-таки здорово работает Да. Харчилава Данил. Ну, Спиридонов только на контратаках вот заработал свои баллы. Ну, по идее, тут 4 балла должны были оценить. Потому что он на локоть со стойки. Ну, дали шанс, чтобы продолжить борьбу. На ковер повторно приглашается Эдуард Максимов. Ну, как я видел, судья-то в 4 балла. Судья на Ну, ковре да, 4 да, давал. да. Там, Руководитель ковра 2 балла. да. Ну что, идет вперед Владимиров. Развернись, Даня, развернись. Надо брать свои баллы. Да. Убежал. Смотри ноги внимательно. Ну вот сейчас. 2 балла, да. Ну, еще ничего не потеряно, еще можно бороться. Вмиг ситуация, да, вот изменилась. Ну и... Ой, не да, не Да, тут без балла, конечно. да. будет. Хорошо оторвал. На ковре приготовился Ивану Ну что, конечно, будет бороться Вальтер Владимиров. Ну да, 12-9, это хороший счет. Ну тут вновь Харчилава контролирует соперника, держа за ногу. Сейчас 2 балла. Ну вот, преимущество, да,
возвращается. Ну, еще много. Да. Минута 40. Так что время есть отыграться. На ковер Посмотрим. 5 секунд дан. Как распорядиться оставшимся временем Вальтер Владимиров. Ну, Харчалава, конечно, на месте не будет стоять. Само собой. Так, 2 балла. да, здорово, 2 балла есть. Так, 16-11. Это у нас космический счет. Ай, накрылся. Ну тут 2 балла. Да, 18-11. Открытая борьба пошла. Приятно смотреть вот такие встречи. Ну, там будут уточняться, что... А нет, продолжается борьба. Да, челленджи на месте. Еще минута вот этой вот искрометной открытой борьбы, дорогие друзья. Ну что еще продемонстрировать нам? А Владимиру надо поувереннее бороться. Все равно счет большой. Полуфинал. Куда силы берется? Финал завтра. Да, Харчалава встал. Ай, Да. не до конца. Да. Это в стойку. Опять. Так, как тут решили? 2 балла Владимирову, 1 Харчалава. Так, ну тут секунданты Владимирова бросают челлендж. Просят 4 балла. Ну, было бы справедливо, 4 балла бы дали, интереснее было. Но нет, обратно вернули челлендж. Ну и последние 15 секунд. Да, 18-11. При таком счете у нас возобновилась схватка. Да, он сейчас на контратаках работает. Харчалава все это. Это надо спокойствие сохранять. Конечно. Тем более встреча закончилась уже. Ничего такого не было. Да, что 20-11. 31 балл разыграли в этой схватке спортсмены. Этот руководитель, который, конечно, подзывает спортсменов. Сейчас будет проведена короткая профилактическая беседа. Успокоить, да, пыл молодых парней. Ну что, руки пожали, все, действительно. Схватка завершена, счет на табло. Да, динамично отборолись. На ковре А победу одержал Даниил Харчалава, Россия. И таким образом Даниил Харчалава по итогам рекордной, да, вот такой, в плане баллов схватки выходит в финал. Финал весовой категории до 65 килограмм. Ну, действительно, очень интересное зрелище нам предложили Даниил и Вальтер. 31 балл разыграли, конечно. Ну, Вальтер в первом периоде я осторожничал. Если бы он боролся до конца, там непонятно, как бы, что сложилось. И доработок много. Вроде задумки правильные. Вот Харчалава все свои проходы все использовал. Ну, здорово, раз за разом, конечно, Данил проходил. Вот здесь 4 балла. Если бы он до конца довел, не в сторону на себя бросает, а в сторону его головы вперед, он бы 4 балла заработал. Там по-другому все пошло. Ну что ж, друзья, идем далее. Что, не состоялась борьба? Так, что-то не в порядке. с формой, видимо, да? Да. Какие-то проблемы. Ну, обычно спортсмен должен в своем трико, своей фамилии выходить
Видимо, фамилия другого борца у него. Фамилия другая. Саян Жикзимаев на ваших телеэкранах продолжает ждать своего соперника Сабир Джафаров. Вот не совсем, да, пока не можем понять, что же не так было. На трико поменял. Ну да, он по другим фамилиям вышел. Так. Ну да, видимо, действительно фамилии все дело заключалось. Вышел в другом трико Сабир Джафаров. Сделал поворот на 360, да, вот судья все осмотрел. Ну тут, да, видим на спине Джафаров, Азербайджан, все верно. Ну да, сейчас он свой трико одел. Итак, победитель данной схватки выйдет в финал против Данила Харчелавы. Это Джафаров, да, второй призер? Да, это о Джафарове говорили. Да. Серебряный призер с европейских игр, Югославских игр. Минута данной схватки позади. И пока результативных действий мы еще не видели. Секунд. И сейчас, конечно, Саян пойдет вперед. Apkış. Apkış Dava Sabir bir daha atak eyle. Bir hal verdiler. Dava bir daha atak eyle. Да, осторожнее, борцы. Вот за счет предупреждения Джафарова 1 балл дается. На ковре в супертяжелом весе до 125 килограммов победу одержал Эдуард 50 секунд. 50 секунд. Первого периода остается Жикзимаев. Только пройти. Джафаров контролирует ситуацию. На ковер приглашается Гамзат Алюждинов. Не поднимает судья Россия, Дагестан. Спортсменов. Иван Охотов. Россия. Ну вот после этой схватки мы перейдем к весовой категории до 70 килограмм. Да, там интересные оба встречи будут. Оба финала, полуфинала будут очень интересные. А тут Джафаров 2 балла берет. Пытается успеть, да, вот провести еще какой-нибудь прием. Еще 4 балла. Да, 4 балла. Молодец. За 10 секунд столько заработал, 7 баллов. Нет, 6 баллов 6 заработал. баллов, да. Ну, действительно, он точно может записать свой актив от концовку, да? Действительно, Да. там 10, ну, может быть, чуть больше оставалось, да? Конечно. Отработал-то как? За счет предупреждения 1 балл взял, и тут вот 2 балла, 4 балла. Да. Такое приличное преимущество себе обеспечил под самый занавес первой 3 минутки. Как говорят борцы, взорвался. Да, причем как? На ковре Б в супертяжелом весе до 125 килограммов поединок ведут в красном трико представитель команды России, Республики Дагестан, Гамзат Алюждинов. Итак, второй период.
На ковре Б победу одержал Хамзат Алюжигимов. Россия, Дагестан. Жакзимаев пытался пройти в ноги. Ну, ему надо сейчас атаковать. Что при такой борьбе это приличнее. Уважаемые участники, на ковре Б до завтрашнего дня объявляется перерыв. Да, у нас ковер Б закрылся. Все вот схватки, которые там были запланированы, они уже прошли. Напомним, что там у нас состязания вели весовые категории, в которых вот, ну, по круговой системе выявления идет сильнейших. Вот именно поэтому мы сфокусировали все свое внимание именно на ковера. Ну да, там более интересные эти встречи. На ковре. Да, но тут действительно есть интрига. Вот, победил, вышел в финал, да? Да. Накала тут больше. Ну и тем более веса тут, где представлены преимущественно. Ну, борьбу ведут якутские спортсмены. Поэтому тут, конечно, мы долго не думали, да, над выбором ковра. Так, минуты второго периода уже отборолись. Счет у нас пока остается таким же, но сейчас Жакзимаев будет работать. Ну и сейчас поднимает, да, судья. Стойко поднимает борцов. Ну, Джафаров сейчас на контратаках будет работать. Ему счет позволяет спокойно борьбу вести. Тем более контролирует встречу. Ну да, счет действительно комфортный, да, там побороться где-то можно там оттянуть время, балл отдать, да? Да. Ну, времени много, он еще ничего не будет давать. Но в конце, да, он может позволить себе там. Так, ну сколько сил осталось у Жакзимаева и как дела, интересно, у него обстоят вот именно со стойкостью. Вот, попытался провести прием. Пока безуспешно. Меньше минуты остается. Преимущество у Джафарова 7 баллов. Ну, Джафарова опыта побольше. При таком счете он может себе спокойно борьбу вести. Контролировать встречу. Ну, что, собственно, он и делает. Не позволил, да, своему сопернику что-либо сделать, там, провести какие-то свои приемы. Что 15 секунд до конца этой схватки. Вот, еще одна попытка провести бросок. Джафаров даже такое положение не отдает баллы, хотя его, если наоборот, видите, контратака. И время закончилось. Да, все. Это конец схватки и 7-0. Вот те самые вот взрывные, да, вот 11-10 секунд в конце первого периода. Вот решили исход этой встречи. Сабир Джафаров обеспечил себе вот тогда комфортное преимущество. Ну и по счету действовал. Достойно отборолся до финала. Да, вышел в финал весовой категории до 65 килограмм, и там он встретится с Данилом Харчелава. Еще выступление мы видели ранее. На ковре полуфинальный поединок весовой категории до 70 килограммов. Приглашается. Ну, конечно, благодарим мы спортсменов, как Сабира, так и Саяна, за эту схватку. Вот самый такой у нас вес 70 килограмм. Достойные вышли в полуфинал.
Самое интересное на этом турнире, вот сколько вот, здесь ребята выступают, все почти своим годом борются. Спортсмену 20 лет. То есть одногодки вот. Да. Представителей Дагестана, Осетии мало. Обычно там у них бывает повзрослее ребята борются по этим возрастам. Ну что ж, Константин Тавшиноев в красном трико и Арсен Балаян. Повторение финала за третье место Иркутск перед Россией. Ну вот, получается, недавно тоже боролись ребята. И вот сейчас уже на якутском ковре в полуфинале борются. Ну, команда Иркутска, они вообще молодые ребята. Они такой 4-й год только, как у них борьба начинает подниматься, развиваться. Вот они и борются в клуб «Арена». Кстати, их президент клуба здесь находится, приехал сюда. Алексей Александрович Дмитриев болеет за ребят. Частный клуб. Вот они вот 4 года, вот в этом году будет 5 лет клубу. И у них уже большие результаты. В Иркутске на первенстве России вот сейчас по юниорам Федор Балтуев выиграл, чемпионом стал. Все встречи выиграл с явным преимуществом. В финале чисто положил дагестанского борца. И вот Константин Тавшиноев 3-м был. На самом деле молодые ребята, они только-только они начинают вот на большой ковер выходить. Ну, практически 2 минуты спортсмены отборолись, и видим то, что... Балаян очень такой динамичный борец, он такой напористый. Сейчас осторожничает, там второй период они включатся. А тогда счет... Там счет большой был, где-то, ну, он начал рисковать, Балаян, а это на контратаках Константин его обыграл. Где-то 7-3, по-моему, счет закончился. Сейчас по-другому борьбу построил Балаян. — 30 секунд до конца первого периода. Ну да, первая трехминутка у нас такая спокойная прошла, но вот сейчас начинает бал Тавшиноев. Зарабатывает. И последние 10 секунд. Так, ну челлендж у нас был выброшен из угла Балаяна. Вот с моментом, с последним моментом, видимо, связано. Ну, арбитр рядом стоял, наверное, ему виднее было. Что-то, по мнению секундантов... Ну да, вышел. Атака была красного. Ну, нам не показали полностью. Или там вообще ничего не давать, или 1 балл красным. Ну, атака-то его была. Одна нога на ковре. Вот, более замедленном варианте нам предлагают. Ну, правая нога на ковре, Тавшинова при атаке. Тот уже вышел. Ну, не знаю, как они оценят сейчас. Посмотрим. Возвращают челлендж. Значит, 1 балл дали синему. Да. Да, у Балаяна 2 балла. Ну, интересные правила. Человек атакует, его же наказывают.
Последние секунды, да, первые трехминутки, и спортсмен отправляется восстанавливать дыхание, получать наставления. Ну, последний эпизод интересный. Да. Изначально вот Тапшиноев, казалось бы, вытолкнул соперника за пределы ковра, получил балл. Просмотр челленджа. Ну, в правилах написано, если спортсмен атакует, его нельзя наказывать. Я понимаю, обоюдный захват, обоюдный выход, тогда кто первый вышел, того наказывают. Арбитр правильно оценил, не знаю, почему жюри так решили. Ну и 2-0. 2 балла преимущества Балаяна. Ну, преимущество 2 балла, это, конечно, отыграть. Да. 2 балла. 2 балла. Укрепил свое преимущество Балаян. Удвоил. Ну, тут уже преимущество 4 балла. Ну, что в свою очередь предложит у нас Константин Тапшиноев? Да, при такой борьбе очень тяжело отыграть 4 балла. Еще 2 балла проиграл. Да. Я думаю, что реванш состоялся. Ну, то да. 2 балла. В первом периоде Балаян заработал предупреждение. И вот тут вот самый эпизод с челленджем. И вот тут уже по 2 балла атаки провел, и преимущество уже 6. Плюс 6. Вот Тапшиноев, вот такое ощущение, что он что-то готовит, да. Да, что-то не уверен, но борется Костя. Вот тут свой балл он, конечно, получит. Этот балл ничего не спасает. Надо... Ну, до этого, когда, например, преимущество было, да, у Балаяна там 2-0, там 4-0, вот ждали действия Тапшинова, но в итоге Балаян, да, вот свое преимущество увеличивал. Ну, на сегодняшний день он лучше готов. Ну, как показывает данная схватка, да? Да. Действительно, счет на табло. Времени все меньше и меньше, там чуть больше 20 секунд, ну и тут еще баллы что заберет. Да, еще 2 балла Балаян записывает на свой счет. 8-1. Ну и Тапшиноев, конечно, выглядит расстроенным. Доконул выход в финал. И как минимум серебряная медаль 8-го по счету международного турнира среди юниоров в памяти Романа Михайловича Дмитриева. Ну и завершается данная схватка. Да, хорошо отборолся Балаян. И Арсен Балаян выходит в финал весовой категории до 70 килограмм. Узнали мы имя первого финалиста. Ну и, соответственно, Константин Тапшиноев у нас будет бороться за бронзу. На ковре победу одержал Арсен Балаян, Россия. Ну и да, утешил своего соперника Арсен.
совсем недавно вот они встречались, как отметил Султан Сергеевич. Тоже в Иркутске. Да, реванш состоялся. Да. И у нас вот на якутском ковре Арсен вернул должок. Ну и вот по отношению друг к другу, да, уже можно понять, что уже не раз встречались на соревнованиях. Да, они на сборах вместе, все, знают друг друга. Просто Малаян поставил борьбу пограмотней. Ну, здесь, я думаю, Гаджиеву конкуренцию никто не составит. Попытается Розабек Токтамамбетов из Кыргызстана. По борьбе, то, что он показывает, Гаджиев, он на голову выше их всех. Ну и Джабраиль Гаджиев в синем трико. Он победитель первенства мира среди юниоров этого возраста. Интересно будет противостояние Азербайджан, азербайджанец, армянин будут в финале бороться. Я так думаю, потому что Гаджиев, уже у него такая взрослая борьба. Его соперник в синем трико Джабраиль Гаджиев, Азербайджан, спортсмену 19 лет, победитель первенства мира 2019 года, серебряный призер Европы 2019 года. Ну и давайте наблюдать. Европейских игр 2019 года. В борьбе 7 лет. Джабраиль Гаджиев, Азербайджан. Ну, действительно, перечислили, да, вот награды, послужной список Гаджиева. Много впечатляющий такой список. Ну, киргизского борца, наверное, первый раз я вижу. Вот он, смотрю, достойно пока 1,5 минуты отборолся. Отборолся, да, против? Не 1,5 минуты. Сведению спортсмена. Ага, вот как. Поворачивается у нас. Два балла. И дальше работать надо Токтамамбетову. Команды спортсмены Приморского края. Просьба подойти к секретариату. Поднимает судья спортсменов. Ну и Токтамамбетов ведет. 2 балла. О, уверенно борется. Да, молодец. Настроился хорошо на эту встречу. Спортсмены Приморского края. Просьба подойти к секретариату. Ну, сейчас, конечно. На контратаке. Да, и 4 балла заработал. 4 есть. Но 2 дают. Не, 4 балла. А почему 2 дали? С высокой стойкой. Тут совещание будет. Там это должно было и 2, и еще 2 балла. Ну никак 2 балла. Ну, поменяли 4 балла. Вернули 4 балла, дали синим. Да, и все-таки 4 балла выходит вперед Ну, да, Гаджиев. с высокого партера был накат. В красном трико представитель команды Кыргызстана Орозобек Токтамамбетов. Его соперник в синем трико представитель команды Азербайджана Джабраиль Гаджиев. Подходит к своему завершению первый период.
Последние секунды. 3, 2, 1. Да, упорная борьба идет. Ну, Джабраил Гаджиев нашел возможности и сразу же провел, да, тот вот бросок, который сначала был оценен как 2 балла, но тут же было пересмотрено данное решение. Но арбитр сразу 4 показал. Но руководитель КАРА были сомнения, сделал консультацию и оставили результат 4 балла. Руководитель КАРА имеет право, когда он в сомнениях в оценках, он может консультацию сделать. Если что-то там непонятно, они могут просмотреть видео повтор. Сейчас легко судить. Есть у нас видеопросмотры. Не с одного камеры, там 2 или 3 камеры стоят. С разных ракурсов можно посмотреть, оценить действия. 2 балла и 2 балла дали. Ну, там примерно такой же ситуация, еще 2 балла. И продолжает работать Гаджиев. Не надо, давай. И все, поднимает судья. Ну да, ребят, ну 8-2 уже внушительный счет. Атаковал, резко включился и обеспечил себе такое вот преимущество от Джабраил Гаджиев. У нас после этой весовой категории остается весовая категория до 79 килограмм. На этом у нас первый соревновательный день будет завершен. Спортсмены Приморского края Масуржан Муслимбек, Музафар Абдурахман. Просьба подойти к секретариату. Масуржан Муслимбек, Музафар Абдурахман. Не 1-2 написано здесь. У нас весовой категории 79, да, вот написано то, что 1-2 будет. Ну и стоит у нас эта пара, ну эти пары в нашем ковре как раз таки. Ну вот за пассивную борьбу дали Гаджиеву предупреждение, балл красному. Он отыграл 2 балла. Да. 10-3. Видимо, часовой пояс сказывается, уже тяжело, ближе к финалу тяжелее им становится бороться с спортсменом. Ну туда, до Якутска долететь еще. Ну да. Это отдельное испытание. Долгий перелет, конечно, я думаю, кому угодно он сказывает, но на всех одинаково, да? Конечно, а как якутским борцам, которые не летают вот, да. В Центральную Наоборот, Россию, центр, на да? Кавказ, тоже тяжело им. — 25 секунд до конца этой схватки. И у нас Джабраил Гаджиев близок. Да, он ведет уверенно встречу, что-то позволяет ему довести до победного. Ну все, подходит к концу. Очень интересный финал будет завтра. Победу одержал Джабраил Гаджиев принимает поздравления и отправляется он
готовится, восстанавливает свои силы. Завтра мы его увидим в борьбе за золото. Но его соперником будет Арсен Палаян. Такая вот финальная пара весовой категории до 70 килограмм у нас. Полуфинальный поединок весовой категории до 79 килограмм. Ну и смотрим яркие моменты минувшей схватки. И еще раз поздравляем и Джабраила Гаджиева, представителя команды Азербайджана, с выходом в финал. Ну и остается у нас определить финалистов весовой категории до 79 килограмм, дорогие друзья. Последняя весовая категория, оставшаяся, вернее, у нас первыми выйдут на ковер Али Шахриев и Артур Элбаскин. Два представителя команды России. Ждем появления спортсменов. Так, ну я вижу, кто-то там бежит. Да, оба спортсмена вышли в соревновательную зону. Да, Шахиев это Чеченская республика, а Элбаскин это Бурятия. Это у нас, напомним, полуфинал весовой категории до 79 килограмм. Ну что ж, все готово для начала этой схватки. Али Шахриев. Не Ингушетия. Ингушетия. И Артур Элбаскин, Бурятия. Ну и давайте смотреть. 1-2. На кону выход в финал. Ну и, соответственно, там до золота рукой подать, да? Ну, в худшем случае, да, конечно, серебро. У нас помимо медалей и спортсмены еще и получают приличные призовые. Победитель 70 тысяч, серебряный призер 50 тысяч, бронзовый призер 40 тысяч. Ну а тренер, подготовивший чемпиона, в свою очередь также получает 40 тысяч рублей. Друзья, вот у нас завтра мы начнем трансляцию финальных схваток. Вот если не будет, да, каких-либо изменений в программе, то у нас по плану в 13:00 должны начаться финальные схватки. И вот все решающие встречи мы покажем в прямом эфире, также на телеканалах НВК Саха и Мамонт. Также сигнал будет идти на официальный канал национальной вещательной компании в видеохостинге YouTube. Ну и, конечно, если нет возможности, да, смотреть нашу трансляцию по телевизору, вы всегда можете воспользоваться приложением, официальным приложением НВК Саха, с которым вы можете включить прямой эфир всех телеканалов, то есть это НВК Саха, Мамонт, Якутия 24. Очень удобная программа, которая всегда позволит вам быть в курсе всего происходящего в нашем регионе. В частности, мы говорим о ходе соревнований по вольной борьбе памяти Романа Михайловича Дмитриева. Ну что ж, друзья, у нас подходит потихоньку к концу первый период данной встречи. Результативных действий у нас пока нет. Ну, это как-то осторожная борьба с обоих сторон. Никто не хочет рисковать. Я думаю, на второй период все оставили свои силы. Пусть все решит второй отрезок, да, решили спортсмены. Тут спокойненько провели первую трехминутку. Ну, тут за счет активности, да, вот получил 1 балл Элбаскин. Ну, вторая трехминутка, конечно, повеселее будет. 30 секунд.
Ну, я напомню, что у нас соревнования вот, идут по 9 весовым категориям. И завтра вот в рамках решающих схваток, да, мы увидим все вот Кейся, держи там, просто держи его. финалы, Держи, и малые давай финалы. Не давай вставать, Также держи. вот 5 секунд, заключительные держи. круги вот, в тех Стой, весовых категориях. держи. По круговой системе у нас появление Не идет. успел. Хорошая атака была, не успел завершить. Время закончилось. Чуть-чуть раньше начал бы, да? Да. Ну что ж, спортсмен сейчас получит наставление, и нас с вами ждет второй период. Ну, 8-й последний у нас турнир памяти Романа Михайловича Дмитриева проходит, памяти первого олимпийского чемпиона из Якутии, выдающегося спортсмена, человека, внесшего неоценимый вклад в развитие спорта в нашем регионе. Начинались эти соревнования как всероссийские, да, потом уже был получен международный статус международного турнира. И вот на сегодняшний день данный старт входит в календарный план Объединенного мира борьбы. Ну, то есть это такая история, да, история данного турнира, посвященная памяти вот выдающегося спортсмена, человека. Знаете, вот в Европе только 3 турнира юниорских международных, которые в календарь не входят. Это вот Дмитриева, потом Румынии и в Турции. Больше нету юниорских турниров международных. Давай, Али, что ты есть? Время есть. Это нужный турнир, потому что это возраст, который уже вот переходить в взрослую команду, проверить здесь себя. Да, если бы в этом дне народу много было, команды очень много было. Ну, иди, ищи пятку, вот, все время. Правильно, правую сторону забегай. Более-менее начали уже бороться в втором периоде. Должен 2 балла Баскин взять. Да ты ногу отпускаешь. Захват хороший. Забегай на правую. 2 балла. Забегай вправо. 2 балла Шакриев. Пойдет, делай. Ну, а ему до этого 2 балла дали Шакриеву. У него атака была. Ну да, 2 балла, еще 1 балл выход. За выход уже 4-2. Ну, Баскин на своем же проходе проиграл 2 балла. Ну, видно, что Илбаскин молодой парень. А вообще бурятская команда, вообще молодые ребята приехали. Кися, вот под себя ставь. Продерни мне. Молодой тренер Паяр Црейна, вот он сейчас хорошую команду создает из молодых ребят. У них тоже бурятов это возраст был провальный. Но сейчас они потихоньку уже начинают подтягиваться. Бояр очень такой хороший тренер, сам хороший борец был. Ты стой, не останавливайся. Кися! Ну и последняя минута этой схватки. Шакриев идет вперед, выводит своего соперника за пределы ковра и записывает еще 1 балл. 5-2. Так, ну это Артуру говорят. Время еще есть. Надо идти вперед. Ну, что касается этого времени, 40 секунд. Ну, теоретически. По такой борьбе ничего не сделаешь. Теоретически, на самом деле, это возможно. Но да, тут вопрос, конечно, что может сделать, может предложить, да, Артур? Да, если в арсенале нет у него такого, там сделать, ну, бросковые должны быть какие-то элементы у них. Ну, еще один вопрос, позволит ли Шакриев? Да. Видим, как он контролирует. Он на контратаках сейчас работает, и комфортный счет 5-3 по такой борьбе.
Ну что, последние 10 секунд. Шакриев продолжает удерживать победный для него счет. 3, 2, 1. Все, конец схватки. И Али Шакриев становится победителем этой схватки. И он, соответственно, выходит в финал весовой категории до 79 килограмм. Победу одержал Поздравляем, Али. Шакриев, Россия. Благодарят друг друга спортсмены. Ну, вот говорили, да, мы о том, что судьи, конечно, спортсменов не касаются, но спортсмены, само собой, конечно, могут, да, вот, рукопожать. Ну, тут, как-никак, ведут борьбу, да, тут, конечно, а как же иначе? Пожали, конечно, друг другу руки после схватки. Но они обязаны друг другу руку пожать, потому что у нас это заведено, в правилах так написано. Если соперник руку не пожал, могут наказать. Применить санкции, да? Да. Нет, ну, конечно, в любом виде спорта вообще уважение должно быть превыше всего, ведь именно этому спорт и учит. Ну что ж, и последняя схватка остается, дорогие друзья. И вторая полуфинальная пара весовой категории до 79 килограмм у нас выходит на ковер. Перед вами в красном трико Мухаммад Абдуллаев, представитель Кыргызстана, и против него Кирилл Эрхитуев из Бурятии. Смотри, сколько бурятов в полуфинале борются. Кстати, да, в этих, ну вот в этом весе, да, уже. Но в предыдущем весе тоже вроде были. Ну и смотрим. Завершающая, закрывающая первый соревновательный день схватка. 17 лет. Кандидат в мастера спорта, студент второго курса Бурятского государственного университета. Вообще, эта весовая категория вообще не знакома все. Даже на первенстве России не помню, что они боролись. А? Вытащи руку, вытащи. Смотри аккуратно. Кирилл, здесь надо самому активность показать. Давай. Зацепись, зацепись. За руку возьми. С руки начни. Ну, с руки начни, он же. Зачем делаешь ты? Ну, борьбы нету, у нас тоже что-то это. Никак не можем оценить их действий. Вот сейчас замечание сделали 30 секунд. Ищи, бал. Есть 30 секунд. 30 секунд. Да, Кирилл, попробуй. Возьмешь бал. О, под себя ставь. Встань на ноги вернись. Вот. Выше голову. Голову подними выше. Кирилл. Ну и с 30 секунд выходи. активности, там меньше 10 уже остается. Хорошо. Давай, У нас Кирилл, баллов работай. по-прежнему нет. И Развернись. балл дается Балл ему дали. Абдуллаеву. Развернись. Ну, Абдуллаев Развернись, Кирилл. более такой. выходи. Ага, еще один балл зарабатывает. За выход за ковер синим. Красный уже 2-0 ведет. Да. Давай, Кирилл, поборись. В красном трико Мухаммад Меньше минуты. Кыргызстан. Остается бороться в первом периоде. 2-0. Эрхитуев, Россия, Бурятия. Спортсмены тоже чувствуют, когда поддержка зрителей, они более динамично борются. А вот Заряжается, да? да, вот сейчас схватка идет, как, ну, как называется, когда вот
прикидочные схватки бывают, отбор. А чтобы вот так в финале, полуфинале бороться. Совсем другая атмосфера, да? Да. Сейчас бы были зрители, конечно, вот там другая борьбу показывали. Ну тут, конечно, да, если бы ситуация с эпидемиологической обстановкой была иная, конечно, я думаю, тут триумф был бы, если не полностью, то заполнен так прилично, точно. Конечно, они соскучились по борьбе. Да, действительно, тут очень много людей пришло бы. И тут атмосфера, конечно, стояла бы совсем иная. Ну и Роман Романович Дмитриев, да, сын Романа Михайловича, в свою речь тоже это отметил. Но жаль, конечно, что сегодня у нас такие обстоятельства. Если бы у нас все было иначе, то он это очень хорошо так сказал, то стены содрогались бы. Ну тут да, вспоминая, например, вот Кубок мира по вольной борьбе, тут, конечно, пол дрожал. Да. Стены действительно содрогались, да, вот. Атмосфера Я царила. помню, я был здесь на Кубке мира. Ну, здесь любят борьбу, знают борьбу, понимают борьбу. Ну, кстати, сейчас чемпионат России в этом в Улан-Удэ тоже полный зал все дни. Свободных мест вообще не было, ограничений не было никаких. Все по билетам. И нормально соревнования прошли. Вот, например, говорим об атмосфере, да, и есть же практикуется, например, в футболе, да, вот, записывают, ну, интершум включают, да, вот запись фона. Ох, тут у нас Архитуев. Так, тут обоюдно. 2 туда, 2 сюда. И что у нас в итоге? 4-2 в пользу Абдуллаева. Так. Непонятно все. Быстро все произошло. 4-4 туда, там 4-2 выигрывал, 2-2 там дали. Сейчас, ну да, сейчас этот красный в опасном положении. Интересный захват такой. Угу. Вот. Ну и судья на ковре вот, ну, сейчас до конца может так держать его. За интересный захват. У нас автотуши нету, так что спокойно. Вот хорошо, еще 2 балла. Непонятно, не подчеркнули, кто выигрывает встречу. Обычно, когда ровный счет. Не, ну вот вижу подчеркивание в пользу Архитуева. Да. Ну вот троицкий борец уже ведет встречу. Ну, еще времени немного. Ну так вот, в футболе же используют запись болельщиков, да, и при пустых трибунах они включают. И иногда вот я вижу, замечаю то, что даже когда вот они не просто включают интершум, а вот садят именно за пульт диджея. И вот когда опасный момент, они другой интершум подключают, вот именно вот, для реакции, да. Нет, ну я не к тому, что вот все. Я надеюсь, что мы не дойдем до такого, что все виды спорта начнут, да, привыкать вот к пустым трибунам. Да, конечно. Ходить. Мы, конечно, надеемся, что в ближайшее время все будет, ну, вернется в свое русло, да. Но тут, конечно, мы говорим о том, что без зрителей, спортсменам, конечно, да и всем вообще, всем. Без зрителей это, конечно, на трибунах это совсем другое дело. Особенно это касается, в первую очередь, спортсменов, которые выступают, ну, на домашних соревнованиях. Да. Поддержка, конечно, заряжает, дает силы. А для кого мы соревнования проводим? Мы же проводим, чтобы зрители, для зрителей. Ну, бороться они могут в тренировочном зале бороться. Такие схватки можно давать в тренировочном зале. Ну, я думаю, скоро будет нормально, все будет хорошо. Ну, что? Так, Абдуллаев тут ведет на 5-4 и укрепляется преимущество, и все. Положил у него, ну что, фиксируется, да? Да. Абдуллаев. Молодец. Ну, отметим, да, то, что вот Архитуев, ну, малого не хватило, да, вел 4-4 вот по последнему действию вел и, ну, по сути, мог, да, вот как-то чуть, если бы чуть повнимательнее был бы, то мог бы, в принципе, да, удержать. Но если бы до Кабы... Да я говорю, они молодые ребята, буряты, вот привезли молодых ребят, опыта такого нету. Ну, со временем наберут опыта, будет все нормально. Да, и поздравляем Мухаммада Абдуллаева, выходит он в
финал этой весовой категории. И таким образом в весе до 79 килограмм у нас встретятся Али Шакриев и Мухаммад Абдуллаев. Я надеюсь, финалы завтра интереснее будут. Там уже... Ну, на кону золото. Да. Я думаю, и призовой фонд. И призовой фонд, да, приличный. Завтра, конечно, нас ждут самые, будем надеяться, что самые интересные и яркие схватки. Ну, у нас каким получился вот первый соревновательный день. Выявили мы всех финалистов. Ну, в тех весовых категориях, где у нас идет по олимпийской системе, у нас вот, есть еще весовые категории. Это у нас, в частности, речь идет до 74, до 86, до 92 и до 125 килограмм. В этих весах у нас выявление победителей и призеров идет по круговой системе. Вот на завтрашний день там у нас, как я понимаю, остались только ну, заключительные, да, вот заключительный круг в каждом весе. И там вот, по итогам подсчета личных встреч. Ну, 125 килограмм там уже ясно, там уже чемпион определился, он все встречи выиграл, дагестанец. Там уже формальность, да? Ну, да, он практически уже... Без поражения идет. Да, он все встречи выиграл. Ну, а пока у нас идет хайлайт, подборка самых ярких моментов сегодняшнего первого соревновательного дня. Ну и прежде чем попрощаться, мы проанонсируем, да, вот как будем работать завтра. Завтра, если не будет изменений в программе, мы начнем нашу трансляцию в 13:00 и будем показывать финальные схватки. То есть у нас бронза, малый финал и схватка за золото у нас будет проходить на одном ковре. И все схватки мы покажем в прямом эфире, дорогие друзья. Так что завтра в 13:00 подключайте наши телеканалы НВК Саха, Мамонт и канал в YouTube. Также пользуйтесь приложением и смотрите все схватки второго решающего заключительного соревновательного дня 8-го по счету международного турнира памяти Романа Михайловича Дмитриева. Будьте с нами, дорогие друзья. Ну что ж, увидимся завтра. До скорых встреч в эфире.